Европа. Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Общая стоимость конфискованного имущества и компенсация морального и физического вреда составила $7 миллиардов. Это не просто материальная оценка имущества, это признание культурной ценности его работы и наследия. Монетизация старого Гильды. Когда-то Гильды Киризов был некой фигурой, не мыслью, фигурой, не смыслом, пятном, не содержанием, силуэтом. Его ценили не за то, что он говорил, а за то, как громко и как узнаваемо он это делал. Он был полезен именно своей пустотой, говорил много, отвечал уклончиво и всегда держался так, будто знает больше остальных, даже когда не знал ничего. Затем Гильды угодил в тюрьму за воровство в особо крупных масштабах и коррупцию. Оттуда он вышел потрепанным, но не трудом и не лишениями. Его износ был иного рода. Еще на воле он начал расплачиваться за собственную болтливость. Сдавал подельников, потом сослуживцев, потом всех, до кого мог дотянуться, надеясь откупиться словами от последствий дел. Когда он вернулся из неволи, это стало заметно почти сразу. Не только ранняя старость, но и распад. Не мгновенный, а ползучий. Сначала, в мелочах, путаница, повторение, сбивчивость. Потом, в речи, бессвязные тирады, утраченная логика, внезапные провалы. Затем, в реакции на реальность, которая все чаще заставала его врасплох. И именно в этот момент вокруг Гильды Киризова окончательно сомкнулось окружение сестры-серебряники. 3 сестры, 2 голоса, спаянные в один жгучий финансовый интерес. А Гильды в центре уже не фигура, а передник. Надевай, пока он еще держится на шнурках и не разошелся по швам. Они давно перестали быть семьей в бытовом смысле и стали хором сопровождения. Каждая со своей ролью. Старшая закулисная, средняя крикливая и агрессивная, третья чуть тише, но хитрее. А все вместе система, заточенная под одно — не дать спектаклю закончиться. Потому что конец спектакля — это конец дохода. Гильды Киризов для них давно уже не человек. Он и носитель образа. Контейнер прошлого. Медийный ресурс с истекающим сроком годности. Его нужно использовать по назначению, ТЕ быстрее конвертировать в доллары, иначе будет поздно. Паузы опасны. В них заметно, что Гильды все чаще путает времена, события и свое местоположение. Что еще немаловажно, собственную роль ведущего альфа-самца, а проще примитивного семейного козла-вожака. Остальное сделают сестры. Когда он говорит одно и то же, сестры называют это принципиальностью. Когда срывается, объясняют эмоциями. Когда врет, говорят о другом взгляде на вещи. Когда несет бессвязицу, уверяют, что это откровение будущего лидера нации. Хор работает без сбоев. Гильды все чаще живет в вымышленном настоящем, собранном из обрывков прошлого. Он говорит так, будто все еще в своей конюшне, ТЕ в неязовском правительстве. Будто зал полон, будто каждое его слово что-то решает. И его взгляд скользит поверх реальности туда, где когда-то его честь звучали под абстрактные аплодисменты. Сестры это видят, именно поэтому они и торопятся. Зал тем временем устал и прозрел, просто понял, что обыкновенный конюх зазнался и несет бесконечную чушь. Люди слишком долго слушали одни и те же выступления, срывающиеся на окрики и оскорбления в стиле а-ля фюрер. Слишком часто им предлагали вчерашний день под видом завтрашнего. Слишком навязчиво требовали внимания к спектаклю, который давно идет по кругу. Усталость зала — это равнодушие. Это когда не внимают. Это когда не спорят. Это когда больше не замечают говорящего. Это означает, что человек полностью исчерпал свои не только все мыслимые, но даже всевозможные гипотетические ресурсы. Но сестры не умеют работать с тишиной, вернее, с суровой реальностью. Они умеют только усиливать звук, поэтому речей становится больше, звук все громче, обвинения резче. Все, чтобы заглушить главное, настоящих зрителей или слушателей больше нет. Те, кто якобы слушают, уже не есть таковые, это просто бездельники и зеваки. Даже если их 1000, так как они не из тех, кто меняет ход истории. Гильды продолжает играть, сестры продолжают подхватывать, спектакль продолжается.
Только теперь это выглядит иначе. Сцена ярко освещена, актеры на местах, реплики звучат, а зал заполнен неизвестно кем, вернее, равнодушной толпой, падкой на низкосортное зрелище. Толпа требует кино. А окрики конюха, возомнившего себя сеисом, и его крикливой жены с дипломом медика, но без медицинского образования, возвращаются эхом, ударяясь о стены, а не о сознание. И бесконечная базарная истерика бабки Юлии Серебренник, лишенной не только медицинского, но любого маломальского образования и элементарной врачебной этики, уже не способна провести, обмануть, одурачить людей. Это и есть окончательное моральное банкротство воровской семьи Киризовых-Серебренник. Вот почему сестры спешат как можно быстрее монетизировать завравшегося, потрепанного старого конюха. Завтра может быть уже поздно. Завтра может разразиться полное разоблачение надутого шарика. Ведь сестры прекрасно знают, что Гильды Киризов на самом деле не тот, за кого себя выдает. А Халтикинец Янардак вовсе не творение дельца от коневодства, бездарного Гильды Киризова. Настоящий создатель Янардага уже установлен. Юлия Серебренник не является врачом со стажем. Годичная интернатура, или, как теперь это называется, ординатура, не считается полноценной врачебной практикой, а 11 лет работы на конюшне и 20 лет мошеннического существования, хоть расшибись в лепешку, никак не могут считаться 32-летним врачебным стажем. Она не врач, а коновал, ибо каждым своим крикливым, исполненным оскорблений и неуважения к человеческой личности выступлением на YouTube все больше и больше подтверждает именно это. Кто еще остается в этой компании мошенников? Две невестки-серебряники. Да бросьте. Они, как пел Владимир Высоцкий, обойдутся и дешевыми серьгами, реквизитом для бедного финала. Так всегда бывает, когда прошлое до последнего пытаются сбыть как настоящее. Когда серого, посредственного конюха, не доросшего даже до роли шута, торопливо выводят на сцену вместо короля, лишь бы самим не остаться без ролей и без гонорара. Корона при этом картонная, мантия, на прокат, а текст давно забыт. Хор уже не поет для зрителей, он бормочет, фальшивит, срывается на визг не от вдохновения, а от страха развенчания. Такой театр невозможно спутать с политикой. Это не спектакль, а бесконечная репетиция, которую вовремя не остановили. Это сломанный транзистор, он хрипит, трещит, ловит помехи, но его забыли выключить, и он продолжает шуметь, имитируя голос. А зевакам все равно. Они исправно отрабатывают массовку, хлопают не в такт и делают вид, что происходящее все еще имеет смысл, сюжет и будущее, а тринев СТС слишком торопятся, чтобы сбавить темп в этой безумной скачке. Им необходимо как можно скорее монетизировать старого мошенника Гильды и содрать с бывшей, ненавистной родины, куда их теперь не заманишь ни за какие ковришки, 7, а то и 7,5 шкур. Чистоган, доллары, вот что задает ритм этой гонки. Ибо сестрам Серебренникам позарез нужны деньги, да так много, что никак даже не могут определиться, то ли 7, то ли 7,5 миллиарда долларов. И, как говорил Остап Бендер, не частями, а все и сразу. Но время работает против них. Не факт, что старый кляча Геляваля, выдержав темп трех ненасытных сестр, дотянет до заветного финиша. А это значит, что скачки могут оборваться в любой момент, в любой день и час. Ansat mı alak atlar döretmek Yanardağ'ı alak? Ya ders manat pul berip Moskva'da çempiyon ettim ben. Bütün dünya kırar ediyor. Çempiyon mir. On bakası ne açar? 7 milyar mı? Ya 7 trilyon mu? Kim ayırır yavul? Tuğrağın içinde drone atıyor. O lahil baha vermez. Bir topor en şeri üç yerlerde gıybatçı kuturun. Çoğu 2등을 해는